К реальному лишению свободы приговорена жительница города Канаш, ударившая ножом своего близкого знакомого. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы города Канаш. Она признана виновной по пункту З части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Установлено, что 21 апреля 2023 года подсудимая в ходе ссоры с сожителем, возникшей на почве совместного употребления спиртного, ударила его ножом в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения. С учетом обстоятельств дела, данных о личности виновной и позиции государственного обвинения, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В Порецком округе вынесен приговор местному жителю, осужденному за кражу кабеля. Шумерлинский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю села Порецкое Порецкого округа. Он признан виновным по пунктам А, Б части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража группой лиц с незаконным проникновением в помещение». Судом установлено, что злоумышленник в ночь с 13 на 14 октября 2021 года совместно со своим знакомым прибыли на территорию комплекса очистных сооружений сточных вод, где с помощью кусачек сломали дужку навесного замка на двери металлического вагончика, используемого в качестве склада. Из данного помещения они тайно похитили 30 метров электрокабеля, намотанного на деревянную катушку. Общий ущерб, причиненный АО «Передвижная механизированная колонна номер 8», превысил 92 тысячи рублей. После совершения преступления злоумышленники разрубили похищенный кабель, обожгли обмотку, отвезли в город Шумерля, где сбыли как лом меди. Отмечаем, что для сокрытия улик один из соучастников после совершения преступления сжег свою обувь, но несмотря на это, его причастность к содеянному была установлена. Суд с учетом данных о личности виновного, явки с повинной, частичного возмещения вреда, причиненного преступлением, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. В отношении соучастника преступления уголовное дело было прекращено в связи с его смертью. В Чебоксарах вынесен приговор курьеру, забравшему более 200 тысяч рублей у пенсионерки под предлогом прекращения несуществующего уголовного дела. Прокуратурой города Чебоксары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Судом установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством сети интернет вступил в сговор с неустановленным лицом на хищение денежных средств. В последующем указанное лицо по телефонной связи сообщило пожилой жительнице столицы республики 1949 года рождения о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Из-за прекращения возбужденного уголовного дела необходимо передать сотрудникам правоохранительных органов через курьера денежные средства. Подсудимый, выполняя роль курьера, приехал к потерпевшей, которая передала ему все свои накопления за несколько лет в сумме более 200 тысяч рублей. Злоумышленник полученными деньгами распорядился по собственному усмотрению, используя наличные покупки и развлечения. В момент его задержания настоящими сотрудниками полиции в его распоряжении осталось чуть более 72 тысяч рублей, которые в ходе предварительного следствия были возвращены потерпевшей. Суд с учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного, имеющейся у него непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Сотрудник медучреждения в Ядринском округе осужден за платные больничные листы. Ядринский районный суд вынес приговор в отношении врача районной больницы. Он признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 291.2 «Мелкое взяточничество» и преступления, предусмотренного частью 1 статьей 292 «Служебный подлог». Судом установлено, что злоумышленник в период с 2021 по 2022 годы предложил одному из пациентов передать ему незаконное вознаграждение в размере 4000 рублей за оформление листка временной нетрудоспособности в отсутствие на то законных оснований. После получения денег от пациента врач выписал больничный и внес недостоверные сведения о заболевании указанного пациента в информационную медицинскую базу данных. В 2022 году указанный врач снова получил от другого пациента незаконное вознаграждение в размере 1500 рублей за оформление фиктивного листа нетрудоспособности. Суд с учетом данных о личности виновного назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного в пользу государства взыскан размер полученных и мелких взяток в размере 5500 рублей. Житель Алатырского округа обвиняется в незаконном хранении боеприпасов. Алатырь
Алатырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего жителя села Старые Айбеси Алатырского муниципального округа. Он обвиняется по части 1 статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение боеприпасов». По версии следствия, проведенного Следственным комитетом России, обвиняемый, находясь в лесопосадке на участке местности, расположенном недалеко от поселка Калинина Алатырского округа, нашел на земле пакет с 64 патронами калибра 9 мм, относящимися к патронам боевого стрелкового оружия. Согласно заключению проведенной баллистической судебной экспертизы, указанные патроны пригодны к производству выстрелов. Боеприпасы мужчина хранил у себя в доме вплоть до их обнаружения и изъятия в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Алатырский районный суд. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении водителя автомобиля, сбившего 2 детей на пешеходном переходе в микрорайоне Солнечный города Чебоксары. Прокуратура Чувашской республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1990 года рождения. Он обвиняется по части 1 статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, вечером 19 мая 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем марки Toyota Camry, двигаясь по проезжей части Солнечного бульвара города Чебоксары со скоростью около 103 км в час, нарушив правила дорожного движения, приближаясь к пешеходному переходу, не принял мер к снижению скорости и остановке транспортного средства, несмотря на остановившийся в попутном направлении автомобиль, и сбил 2 малолетних детей, переходивших проезжую часть по указанному пешеходному переходу. В результате ДТП дети получили травмы, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал, указав, что не заметил переходящих через дорогу детей, частично в размере 5000 рублей возместил вред, причиненный преступлением. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Калининский районный суд города Чебоксары. Одновременно с уголовным делом в суде будут рассмотрены исковые заявления прокуратуры, поданные в интересах несовершеннолетних потерпевших, о взыскании с виновника ДТП морального ущерба, причиненного совершенным преступлением, в размере по 1 миллиону рублей каждый. Отмечаем, что согласно материалам дела, водитель транспортного средства в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за тонировку стекол управляемого автомобиля. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской республики.